В Кыргызстане обострилось противостояние между правительством и оппозицией. Протестные кампании начались с южных городов. В Джалабаде организаторы рассчитывали собрать тысячи сторонников, но пришли поддержать оппозицию всего пару сотен человек. Протестная акция оказалась непродолжительной. Из толпы начали освистывать организаторов. В итоге кампанию пришлось свернуть. Такие же истории повторились в других районах и городах. У нас она как-то сама по себе живет, эта оппозиция, у нее есть свои поклонники. Как правило, это родственники, либо сослуживцы, которые находились когда-то в политической такой обойме, да. Вот, и теперь, будучи отлученными от кормушки, значит, всякими, так сказать, способами пытаются вновь, значит, напомнить о себе. На днях в интернете появилась запись разговора якобы лидеров оппозиции по смещению нынешнего режима. Подлинность материала изучает спецслужба. Если скажете «давай», в течение 2-3 дней приеду в Бишкек. Как приеду, сразу же возьмем Белый дом. Назад дороги нет. Как следует из опубликованной записи, оппозиция планировала устраивать бесконечные митинги, которые должны были в конечном итоге привести к беспорядкам. Сейчас технические возможности позволяют делать монтаж, вырывать определенные слова из контекста, да, и потом это все монтировать и подавать в определенном нужном свете. И если даже такие разговоры были, но это не является доказательством того, что оппозиционеры, они провокаторы и являются людьми, которые хотят в Кыргызстане, скажем так, дестабилизировать политическую обстановку. Во главе нынешней оппозиции бывшие чиновники, депутаты и активисты. Один из них недавно отличился оригинальностью. Дулат Турдналиев, герой апрельского восстания, обратился к президенту, стоя возле вырытой могилы. 22 февраля я направил в правительство обращение с требованием по новым тарифам соцфонда, приватизации Мегаком, судьбе Кумтора и Джеруя. После этого за мной начали следить и угрожать мне убийством. Но смерти я не боюсь, поэтому я вышел против Бакиева и начал революцию в Таласе. Если хотите убить меня, я готов, уже выкопал могилу. Оппозиция добивается отставки правительства и президента. Звучат лозунги, требуют социальную справедливость. Сыграла на руку оппозиции недавние территориальные споры с Узбекистаном. Я поддерживаю сейчас оппозицию в том плане, что на самом деле за последние 5-6 лет могли бы хотя бы частично решить те приграничные вопросы, которые сейчас есть. Потому что даже возьмем отношения Ташкента и Бишкека. Эти отношения на данный момент настолько ухудшены, я бы не сказал, что они даже заморожены. Они в плачевном состоянии, даже, наверное, на личностном уровне обеих президентов. И в этом полностью большое упущение власти. Уличные протесты в правительстве признают как очередную попытку свержения власти. Президент Алмазбек Атамбаев в своем достаточно эмоциональном выступлении назвал организаторов смутьянами, предложил их забивать камнями. Некоторые наживаются на беспорядках и кровопролитии. Одни умирают на улице, другие строят 2- и 3-этажные особняки, пополняют свои карманы. Целью некоторых лиц является лишь власть. Некоторые экс-губернаторы и экс-мэры когда-то грозили, что уйдут в оппозицию, если их уволят. Должности и взятки им нужны для обогащения, а не прислужники дьявола. За месяц в Кыргызстане прошли по меньшей мере 5 уличных демонстраций. Сложно стало понять, где народ действительно выражает свои чаяния, а где попросту лоббируют интересы отдельных политиков. Сейчас оппозиция готовится к новым манифестациям. Адилет Бектурсунов, Азат Антымаков. Для настоящего времени.